Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Обвал казахстанского тенге. Как на треть обесценившаяся валюта ударит по кошельку простых казахстанцев. Тучные годы закончились. Нурсултан Назарбаев предсказал стоимость нефти по $30 за баррель. Что ждет бюджет страны? Неминуема ли девальвация киргизского сома и таджикского самани вслед за обесцениванием рубля и тенге? Ответственны ли люди за долги начальников? В Таджикистане крестьяне пытаются освободиться от кредитного ярма. В ответ на просьбу таджикистанцев заняться экономикой страны, чиновники пообещали победить чуждую одежду. Пенсионеры Кыргызстана застыли в очередях. Зачем правительство заставило их за 1,5 месяца сменить паспорта? Курс тенге на казахстанской фондовой бирже обвалился сразу на 26% по отношению к доллару. Если еще вчера утром за $1 давали 188 тенге, то уже сегодня никто не продаст доллары дешевле 255. Первый небольшой скачок национальной валюты произошел еще вчера утром, однако эксперты попытались объяснить его сезонными колебаниями или выходом на рынок крупного неизвестного игрока. Однако уже сегодня правительство Казахстана официально заявило, что отпускает тенге в свободное плавание, а значит падение стоимости тенге – прямое следствие решений правительства. Отменить валютный коридор и перейти к свободно плавающему обменному курсу. Обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. Это означает, что изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке. Национальный банк не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке путем проведения валютных интервенций в случае возникновения угрозы дестабилизации финансовой системы страны. Напомним, Национальный банк Казахстана заверял население, что ни в коем случае не допустит повышения курса доллара дороже 190 тенге, и нет никаких поводов для беспокойства. Сейчас премьер-министр Карим Масимов выступил в защиту главы Нацбанка Кайрата Келимбетова, объяснив, почему чиновник не выполнил обещания. По словам Масимова, ситуация в глобальной экономике продолжает ухудшаться. Снижаются цены на нефть и металлы, что негативно сказывается на темпах роста ВВП Казахстана и повышает его уязвимость внешним шокам. Соответственно, данная девальвация тенге объяснена внешними шоками. Однако экспертов больше интересует не то, почему тенге обесценился, это и так давно было предсказано экономистами, а то, почему никто заранее не предупредил население. Еще накануне заявления правительства казахстанский оппозиционер Муратбек Кетебаев, живущий сейчас в эмиграции, опубликовал на странице в соцсетях следующий прогноз. Интересно, сколько казахстанская валюта продержится на отметке 198 тенге за доллар США? По моим грубым прикидкам, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию с налоговыми поступлениями в госбюджет от нефтегазового сектора и цветной металлургии, обменный курс нужно опускать до 250 тенге за доллар США. И это при условии, что российский рубль и китайский тенге не рухнут. Рискнет Назарбаев санкционировать это? Думаю, побоится. Как минимум, выждет по своей привычке пару недель и посмотрит реакцию народа. Если она будет ограниченной, тогда разрешит и опустить тенге еще. Так что мое предположение на тему курса американской валюты 230-250 тенге за $1 США. О том, насколько было предопределено экономическими факторами обесценивания тенге и почему Национальный банк до последнего уверял людей, что все будет хорошо, рассуждает эксперт из Казахстана Айдар Амрибаев. Влияет политический фактор, это основной фактор, поскольку, значит, вообще выход тенге в свободное плавание, он как бы предполагался еще раньше. Я бы сказал, его нужно было делать еще перед вступлением в таможенный союз, по большому счету. Но целый ряд вот этих вот политических событий и факторов, как бы они всякий раз оттягивали эти события. И вот сегодня мы наблюдаем, конечно, такой, достаточно серьезный скачок. Ну вот если говорить про, например, текущие события вот в этом году, например, мы предполагали, вот целый ряд таких наших отечественных экспертов, что это произойдет в начале года, вот в связи с девальвационными процессами в России.
но этого не произошло в связи с тем, что необходимо было провести президентские выборы весной этого года. Ну, естественно, что, так сказать, политическое руководство на это пойти не могло. И вот дождались вот сегодняшнего дня. Карим Масимов уже заявил, что стране придется затянуть пояса, поскольку независимо от курса тенге, бюджетные обязательства оставляют желать лучшего. По ряду расходов, отметил премьер-министр, предполагается некоторые сокращения бюджета, и это уже будет сделано до конца этого года. Таким регионам нужно возглавить штабы, принять меры по поддержке социально уязвимых слоев населения через повышение уровня адресной социальной и жилищной помощи, финансируемых из местного бюджета. Поручаю также принять пакет организационных мер по недопущению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты и услуги. Масло в огонь подлил и Нурсултан Назарбаев, который заявил, что исходя из новых экономических реалий, Казахстану нужно адаптироваться к ценам на нефть на уровне 30-40 долларов за баррель. По его прогнозу, низкие цены на нефть и металлы могут сохраняться в течение 5 лет. Глава Казахстана отметил, что все расходы на новые проекты будут строго ограничены и будет установлен мораторий на различные инициативы до 2018 года. Что почувствуют в контексте обесценивания тенге кошельки обычных казахстанцев? Что значит для бюджета республики нефть по 30 долларов за баррель? А главное, нужно ли приготовиться к девальвации соседним Таджикистану и Кыргызстану, которые очень сильно зависят от девальвировавших экономик России и Казахстана? В валютных рынках Центральной Азии показывает, что все-таки тенге, он потянул за собой и сом, и рубли, то есть и рубль. То есть почему? Потому что все-таки же взаимоотношения достаточно хорошо развиты же. Казахстан, Кыргызстан, торговые. И плюс и не только торговые, но и валютные торги тоже есть. Вот из-за этого как бы наблюдается и у нас снижение курса. Я считаю, что в данном случае Кыргызстан он тоже должен либо конкретные оперативные меры принять, либо сдерживать валюту, либо опять отпустить на свободном плане. Но надо опять взвешивать, тут Национальный банк должен все это правильно рассчитать и все правильно продумать и выбрать, где наименьшие потери будут. Либо это потери в экспортном плане, либо это потери использования своих резервов для сохранения курса сома. А далее о других актуальных событиях Центральной Азии коротко. В казахстанском городе Талдыкурган сгорели 2 крупных торговых комплекса. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 80 огнеборцев. Еще для пресечения мародерства были привлечены 500 полицейских и солдат внутренних войск. Глава Таджикистана встретился в рамках официального визита с Гурбангулой Бердымухамедова в формате 1 на 1. По завершении переговоров будут подписаны 5 соглашений, в том числе программы сотрудничества внешнеполитических ведомств, сотрудничество по телевидению и кинематографии и сотрудничество в сфере здравоохранения. 2 таджикских милиционера перестреляли друг друга, шутя. 2 выпускников Академии МВД шутили неподалеку от Душанбинского аэропорта, причем у обоих в это время было при себе табельное оружие. Раздался выстрел, и один из милицейских упал замертво. МВД от комментариев отказывается. Автоинспекция Таджикистана объявила республиканский конкурс «Примерный пешеход», а также конкурс «Примерный водитель». И если до второго конкурса допускаются водители, не имеющие в активе нарушений ПДД, то какие требования для участия людей в конкурсе на звание самого хорошего пешехода Таджикистана не совсем ясно. В Бишкеке пройдет международный турнир по профессиональному панкратиону на Кубок Евразийского экономического союза. Турнир приурочен к вступлению республики в ЕАЭС. В нем примут участие спортсмены из России, Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана. Всего предстоит 14 поединков, из них 2 супербои. В Таджикистане Высший экономический суд начал рассмотрение иска Аманат-банка о взыскании сотни крестьян Кахатлонской области миллионных задолженностей. Люди отказываются признавать долги, так как, по их словам, деньги взяло руководство, а расплачиваться должны дихкане.
Речь в иске идет почти о $500 000, которые должны выплатить 164 члена дихканского хозяйства, сообщает УЗДИ. По словам людей, они получили землю от государства и самостоятельно обрабатывают ее, сами сеют хлопок и сами занимаются его реализацией. При этом глава дихканского хозяйства, куда входят земли, Мирза Али Муродов, взял кредит от банка, но не спешит его отдавать, ведь долг числится не конкретно за ним, а за всем хозяйством. Крестьяне о том, что глава хозяйства взял кредит, не были поставлены в известность. Узнали они об этом лишь тогда, когда им пришли повестки о необходимости выплат по долгу. По словам крестьян, пока они мыкаются по судам, пытаясь добиться справедливости, бывший глава хозяйства построил на суду себе несколько домов. Уже 2 года дихкане вместо работы на поле вынуждены спорить в судах. Первый суд встал на их сторону, однако Муродов подал апелляцию, и теперь, как отмечают эксперты, все будет зависеть только от личной позиции суда, так как закон в этой части допускает двусмысленные трактовки. В это время мэр Душанбе и по совместительству глава Верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдулоев накануне провел расширенную встречу с населением страны, на которой присутствовали представители всех регионов, ветвей власти, правоохранительных органов и настоятелей мечетей. Люди высказывались о наболевших проблемах, застое в экономике, состоянии дорог, бедности населения. Пока официальных комментариев по встрече не озвучено. Известно только, что чиновник потребовал немедленно положить конец продаже в Душанбе чуждой для таджиков одежды, а также обратить особое внимание на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Почему среди множества проблем, стоящих перед таджикским государством, именно чуждая одежда в приоритете у государства? Что скрывают власти за надуманными проблемами? Интервью эксперта Мухаммада Салахиддина. Актуально стало, что религиозные мусульмане стали козлом отпущения. И сегодня ни для кого не секрет, что в эшелонах власти Таджикистана, в чиновнической среде, процветает коррупция, ситуация экономическая с каждым разом ухудшается, а не улучшается. Многие молодые граждане Таджикистана вынуждены мигрировать, уезжать в различные страны. Чиновники, они должны как-то оправдаться, оправдать свою никчемность, свое неумение поднять экономику страны, улучшить благосостояние людей и тогда его процветание. Далеко не будем ходить. Давайте посмотрим просто ситуацию в Турции, да, где полный толерантный и плюрализм в отношении и одежды, и взглядов и так далее. То есть нынешнее руководство, нынешняя руководящая партия под руководством Эрдогана, в первую очередь она сделала акцент на борьбу с коррупцией, да, и она добилась очень больших успехов. Также вот за последние 10 лет Турция добилась очень больших экономических результатов. При этом она никогда ее не беспокоили чьи-то платки или чьи-то бороды, да. В Кыргызстане объявлено, что паспорта старого образца, выданные в 1994 году, уже с 1 сентября становятся недействительными. Постановление правительства об этом было принято лишь в середине июля, но за 1,5 месяца людей обязали обменять основной документ. При этом большая часть старых паспортов на руках у пенсионеров, которые сейчас вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Среди пожилых людей распространился слух, что уже с 1 сентября, если они не поменяют паспорта, им перестанут выдавать пенсии. Другие утверждают, что смена паспортов связана с предстоящими выборами. О том, как накануне пыталась получить паспорт и что, по ее сведениям, будет, если бы она его не поменяла, рассказывает жительница Бишкека Нина Авдошина. Просто попросили, чтобы мы поменяли паспорта, чтобы вместо нас никто не проголосовал. Вот. Паспорта нам бесплатно. Пожалуйста, фотографии бесплатно, все бесплатно. Вот и все. Ну а очередь там, потому что мы все побежали. До 1 сентября же только. Целый день там была. Я пришла туда в 10 часов. Конечно, там неудобно из-за того, что они транспорт не пустили. И мы, пенсионеры, старые какие-то, в общем, инвалиды, все идут пешком с Горького. Вот, потому что там транспорт совершенно не ходит. Вот и все. Единственное неудобство. Зачем пенсионеров 1,5-месячный срок заставили сменить паспорта? И что будет, если пожилые люди не успеют выправить новые документы? Джохор Кенеш, уходя на каникулы, принял закон
Конституционный закон о выборах депутатов Джохор-Кенеш и президента Кыргызской Республики. Согласно этому закону, наши предстоящие выборы, осенние выборы парламентские, будут проходить только по двум видам документов. Это ID-карт и загранпаспорт, то есть мы называем общегражданский паспорт. Соответственно, согласно этому закону, правительство Кыргызской Республики 6 июля приняло постановление правительства за номером 446, согласно которому государственная регистрационная служба должны заменить паспорта граждан, продленные на бессрочные образца 1994 года, на ID-карт. То есть мы эти документы меняем бесплатно, как мы называем, единый государственный реестр населения. Когда мы биометрические данные граждан собирали, в нашей базе на сегодняшний день числится 98 тысяч граждан, которые сдали по паспортам 1994 года. На сегодняшний день, с момента начала замены паспортов, это с половины июля, мы приступили. На сегодняшний день 24 тысяч паспортов обработаны, то есть мы успели заменить 24 тысячи паспортов. Что будет с теми гражданами, которые не успели поменять или не успели подать? На сегодняшний день этот вопрос остро стоит у правительства Кыргызской Республики. Я думаю, что в течение следующей недели какое-то решение будет принято. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.